Благодатная Вилюйская земля, сколько богатств хранишь ты в своих глубоких недрах, сколько людей за многие сотни лет ты вырастила на своих просторах, поила животворящей водой великой матушки Вилюя. Вот почему тебя так беззаветно любят твои сыновья и дочери, люди, являющиеся истинным и главным богатством Вилюйской земли, ибо в них горит искра разума, доброты и творческого начала, ибо они умеют передавать свои знания и навыки из поколения в поколение. Не счесть числа тех твоих сыновей и дочерей, которыми гордится весь якутский народ. И в этом ряду особняком звучит имя Михаила Андреевича Алексеева, заслуженного учителя школы Якутской АССР, заслуженного учителя школы РСФСР, народного учителя СССР, кавалера орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны и лауреата Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Алексея Кулаковского. Твоего знаменитого, уникального сына, который распахнул двери в удивительный мир знаний тысячам своих учеников, чье имя потом было высечено золотыми буквами в истории педагогической науки, который стремился к духовному развитию и совершенству своего народа путем раскрытия истинного потенциала каждого ребенка, таланта, исконно заложенного в культурном коде всего народа Саха. Так они детей любят, так дорожат этими ребенками, этими детьми, якуты. Отдадут они свою жизнь из-за ребенка. Это из давних времен. В нищете жили, понимаете, так последние давали дети. Допета Олонхо. Умолк Олонхасут, и жизнь вокруг опять обычная, простая. И нет богатырей, и кони их не ржут, и стрелы не свистят, моря перелетая. И снова жизнь, как жизнь, где людям нелегко, где богатырство им необходимо тоже, и беды посложней у них, чем в Олонхо, и время посложней, и с древним также схоже. И стрелы ранят их, иных обид и бед, и гром иных тревог их на рассвете будет. О, сколько каждый день невидимых побед вам нужно одержать, сегодняшние люди, ума с безумием бой, со смертью вечный бой. И нет покоя вам с рассвета до рассвета, любви с коварством бой, с бедой и с клеветой. И разве не герой, кто выдержит все это? Обычен внешний вид, и грудь не под щитом, но держится земля с ее великим стажем на будничном, простом, на ежедневном том, на яростном живом, на богатырстве вашем. Умолкла Олонхо, допета до конца. Молчит Олонхасут, сложив устало руки. Распахнуто окно, и рвутся к нам в сердца сегодняшних тревог, сегодняшние звуки. По окончании Якутского пединститута Михаила Алексеева хотели распределить в Арктический район, но не смогли по состоянию здоровья. Вот так, спустя почти четверть века, он оказался в родном Вилюйском краю. С 1955 по 1958 годы Михаил Андреевич проработал в Далырской школе Верхневилюйского района. В те годы во всех школах района, включая и Далырскую, господствовала рутинная педагогическая традиция, основанная на проведении положенного количества скучных и однообразных уроков. Учителя тогда еще не задумывались о послеобеденных внеклассных индивидуальных занятиях с учащимися, не говоря уже о приобщении их к науке.
Ona hağlavık kihinden bolar. İti saha ulu pedagoga. Kahan dağına urankay haka. Öyde kanalaq haka inteligensiyetin jonot. Tırnak bollaqtırına. Legende kurduk, öyen kurduk. Kinilerge kuruk diktirge ahini. Onna hıguni maqtayini vesketer ki kelemar bu torto turu barandayduga. Ol kihitimin учуталым Михаил Алексеев тен. Уже в начальный период своей деятельности Михаил Алексеев верно понял необходимость политехнизации средней школы. Он установил тесные контакты с научными учреждениями, передовыми школами Якутска, а также сельскохозяйственными предприятиями района. В школе возник замечательно оборудованный, единственный в районе кабинет физики. В нем был открыт кружок физики, которым руководил сам Михаил Андреевич. Параллельно функционировали кружки мотористов, шоферов, трактористов, киномехаников, фотографов, молодых конструкторов и радиолюбителей. Их работой в основном руководили сами учащиеся, прослушавшие спецкурсы своего любимого учителя. Рабочий день педагога обычно начинался в 7 часов утра в интернате, где он был на добровольных началах воспитателем. Здесь он установил четкий порядок. Дети в интернате впервые стали нормально питаться и прилично одеваться. Дугана, мат бодаха. Hayır bu tuğu otta. Olattır. Doktor bu tere. Koskutun rasta komuna jekatın. Tuğ barata ırahı çençeyse biliyor oğlar. Hayır, urokudan aktif tuğ. Hasan kontrolle dağıttı. Именно в 1955-58 годах в Верхневилюйском районе республики, благодаря творческой инициативе Михаила Алексеева, было положено начало многоплановой работе по профессиональной ориентации учащихся. В Далыре Алексеев подобрал старый мотор и впервые запустил электричество в школе. Не только дети были в восторге. Со всех окрестных деревень даже взрослые приходили смотреть на лампочки Ильича. На Михаила Андреевича они смотрели как на волшебника. Тем временем в село приехала девушка-киномеханик Варя Самсонова, в будущем ставшая его супругой. В клубе стали крутить фильмы. Алексеев уговорил ее разрешить школьникам из кружка киномехаников доступ к кинопроектам. Авторитет учителя в школе и среди населения подскочил еще выше. Каждое его слово стало восприниматься как закон. В 1958 году Михаил Андреевич 2 года проработал в школе села Бердигистях Горного района. И здесь он добился впечатляющих результатов. В кратчайшие сроки были отремонтированы гараж школы, грузовик и мотоциклы. Уже в следующем году Алексеев выбил в Министерстве просвещения республики новенький грузовик ГАЗ-51. В школе открылись мастерские со столярным, слесарным и автомеханическим делом. В технических кружках занималось 155 ребят. В 1960 году, когда по всей стране начались реформы физико-математического образования, стали уделять внимание углубленному изучению основ физики и математики. Михаила Андреевича переводят в Верхневилюйскую среднюю школу имени Исидора Барахова. Когда он вернулся в самый центр Вилюйского края, его вела твердая уверенность в том, что именно здесь, в еще не разрушенной самобытной национальной среде, возможно осуществление его дерзких замыслов и чаяний. Его новаторские педагогические идеи поддержал директор школы, заслуженный учитель школ РСФСР и Якутии Дмитрий Спиридонов, а также завуч, будущий заслуженный учитель России и народный учитель Якутии, доктор педагогических наук Василий Долгунов.
В 1960 году в газете «Правда» появилась статья «Молодым дорогу в науку» академика Лаврентьева, основателя Сибирского отделения Академии наук СССР с центром в Новосибирском академгородке. В ней патриарх советской науки указал на необходимость привлечения учащихся к науке, технике и изобретению машин в средней школе. Лаврентьевтах Новосибирская ученый ыңыртаабыттар. Туохтары өйдөуаттар мунням углублен чөйдік иннеги техниканы уаттары мунням осколага углублен физикана математика үйртеха ден. Оны баста бигин использу билестебет. Мехаян деревис Александр Иванович онемен. Истено испес класс ариан көрбөпүтө дер. Оголар мунням билүү узатта мантанлаттанын мнабет. Оны бола Александр Олохта хета отан жебут оппемел таватте. Оны хайдахана бути. Оны гонертер жебут оппутун Московской условия куйтакпенне бенелта олар берек иедебит. Иннегенен те борва көрөхте антона пессебекка гонер тутул этте. Углубленный мышизема танвертерге бикла якынада. Началдан уракан такени көстәне яден. Хорактар үчөй детле хорактар о айдап болуп өтө бәбит нехиле кырасты болор битен. Хаты бешене жерме бияк уллалар ден. Оны хетте корпуска сүрәҗен ләҗәтебет. Бекра осторга. Эти призывы крепко запали в душу Михаила Андреевича, так как они точно совпадали с его собственными стремлениями. И он начал доказывать своим коллегам ограниченность одной только политехнизации в школе, необходимость глубокого изучения учащимися основ науки, выявления каждого одаренного ученика и индивидуальной работы с ним. Работая в Верхневилюйской школе, Михаил Андреевич терпеливо приучал детей к напряженному умственному труду, самоанализу и самостоятельной работе. Юные математики и физики, особенно перед олимпиадами, буквально занимались денно и нощно. Например, в такие периоды дети часто ставили доски в коридоре, в школьном дворе, в интернате, продолжая и там решать наиболее сложные задачи. Ол время улаханлык физика, математика тут класста круг жуйген, кимдаган еген туактабат кандигитте кымнилават, onun улаханлык аллакын хыжан. Боларын көндүк. Ото класска болнана нәт хәмә тахымнак җаннарыгындар балларга ингендә. Олар көттә сыссакаларга әмә кайдары бил бен җаннаттан хасы вакытны багарып булды. Вот. Он коталхан адырам боллада керенген жол мехаманды хада хуат бар хадасы бар оны жакөрүңөр диен мен хуаттабытым кайдаканагат диен беддакана жондореме бар хабатыхан онно туктан көрөн кирен бараллар хуаттан кирен бараллар бәбәләргә туакта күрәктә кем бастан битне оңрор биттен онлук хөддән туакта хаби онлук атмосфера бар иде. Ол онлук яран билгәннәр хибилеген оттан оһагана отчаты хук булу кинләргә багар оттан аман билген бары үле хамнас булганнар бары тен бәләрен булганнар. Вот кадрлар оны ол осколага албыт биле набыктарын иҗайдар боллактыр. Он туктара калан алды кенлерге. Иннегенен һәм бир бәләре туктарына иҗар боллактыр. Хайыннар билең ки өлөдү үйренер бул. Ну вот. Оны билгене ме манна каллара хатыбыт. Первого своего крупного успеха юные физматовцы Верхневилюйской школы добились в 1962 году на Республиканской физико-математической олимпиаде.
Тогда все 6 учащихся этой школы, оставив позади себя участников из Якутска, Мирного и Алдана, завоевали первые места. Особенно прославился девятиклассник Вася Еттянов, который в 1963 году был зачислен в первую в Советском Союзе физико-математическую школу-интернат Новосибирского академгородка. Таким образом, Вася Еттянов стал первой ласточкой верхневилюйцев в сибирскую науку. В дальнейшем Михаил Андреевич не раз отмечал, что искренне был благодарен своим первым ученикам, которые своими достижениями протарили дорогу, открыли путь в дальнейшее становление Верхневилюйской физико-математической школы. Ол олимпиадаға белемненерин диен, онны докторун диен. Түйіні күні бұға жарық болады, математика жарыға. Түйіні кычасаны таққачы, кабинеттен, ол хадачы бі бар, олимпиада бар еқпі дейін. Постоянно онны көретелдер Александр Иванович, онна кім? Михаил Андреевич, он тақынаманнык. Буквально түйіні каханы дия бары көрі тақынаманнык. Қалланың мүлді көддіқын ердейдерді болды. Күрі бұғалар болған. Иннегенен жол хыджар бұтты қары бігі месте бағылан, атыры бағына атырынан, оны Михаил Андреевичті бұйхеге класс күді. Қолы бірі әйге, бұл ан бастан бәлі қолу бүйкен еқан, түрен бер дақпыды. Оны мен ал кәлімлелі хыджарым мен нәчен күрітін күрәтчіуіна. Бейге де ол бастақала бейге дер. Бұл первай физма класс жол. Кімдер уже барта белемге кәліқтірі, дебейге онна бәлі түрбі жом бұтты. Ona hame dirim denese to Olimpiadalar dinlerge varavut onda böyle koratlar indir hüdda sinne bollaktır jol kabne çoğuları indir balları. Onu ha to yogu prepodavatelere indir. Çok kale olabiliyor. Çok kıtatın diyor. İmen de bir kale. Ne bastı? Ne bastı? O da to min yeredim tokarta bastı. Miyakallak manno oskola. Benim çocuklarım da orada biliri birbirleri. Onun için o kemlerge olihin bu bir hikemetiker dağını, bir hikemeti dağılan bu fizmat klaslarga dağını. Daha çoğu çocukları lelenler, polnoşçu, çok var beylerin, bilelerin, barların oğulları var birenler. Oğulları, kolorumanda hicaren bitbep olan, yani kaydak, bir dakika kaydak var. Onda tiyan barın bütün hep eski hüvüsü olarak kalende barı anji hallar. Olarak kıtta tağında. Hep birindeki hücca. Onun için bilgin dağın olihin etebin iti o skolağa o ulağın bilgin ulla dağını kini bilgin attan bir konkuriyatna sposobna egen bola. Kadna barı konkuriyatna sposobna. Üçüge osnovanı ulla. Onu bilgin dağını teydir uçutalları bir horduk. Kolabara çok nadatı duyduga Kanı spesialistler dağda bulakları, dikten kaçılar, üleler qoğulları, belemgiyi kurduğu kimi. Ondukça üleler, ondukça barıtın olaq tutahıcın, prema ondukça nuhtağ bulakta akıttı bile. Tüyoğulları hübeli ramalı. В 1963 году в районной олимпиаде участвовало 40 детей, в 64-м – 70, в 65-м – 105. А в 66-м уже 200. Первые и призовые места республиканских олимпиад стали монополией бараховцев. Об успехах Верхневилюйской школы номер 1 заговорили как о чуде. Физика ден олар, аныга үйе науката болар. Физиканы билер, себилүр ки, бу тулалыр олого таптыр, ытыгылыр ки болар. Fizika bu tulalı regge kistemmet kistelega bolar. Delaga fizika чувств. Эбетер физики, лирики дерпидду. Пытливый, ищущий ум Михаила Алексеева стремился найти оптимальный путь при общении якутских детей к научно-техническому прогрессу. С этой целью он много ездил по стране, посещал вузы и научные учреждения.
В Москве установил близкие отношения с ректором Московского государственного университета академиком Петровским. Особенно частым гостем он был в Новосибирском академгородке, где тоже обзавелся друзьями-учеными. В 1963 году в Верхневилюйской школе состоялся третий тур заочной олимпиады Сибирского отделения Академии наук СССР. В ней приняли участие более 50 учащихся, но все 9 призовых мест завоевали верхневилюйцы. За это невероятное достижение Михаил Андреевич был награжден почетной грамотой Сибирского отделения Академии наук СССР. Настоящим открытием той олимпиады стал Виктор Наумов, оригинальное мышление которого вызвало интерес новосибирских ученых. С каждым годом олимпиады стали выявлять все больше и больше талантов. По их результатам ежегодно несколько учащихся зачислялось в физмат-школу-интернат Новосибирского университета. Так, за 1 год после окончания 7 класса туда поступили Ваня Шамаев, Миша Акаемов и Иосиф Чагылысов. Началось массовое поступление верхневилюйцев в лучшие вузы страны. Так удивительное упорство Михаила Андреевича прорубило окно в сибирскую науку. Постепенно пришло понимание уникальности методики Верхневилюйской школы в масштабах не только республики, но и страны. Якутский феномен усилил интерес выдающихся ученых СССР к интеллектуальному потенциалу якутского народа. В 1964 году Михаилу Алексееву было присвоено звание «Заслуженный учитель школы Якутской АССР». Результатом напряженных духовных и физических усилий Михаила Андреевича и его сподвижников стало открытие в 1966 году первого специализированного экспериментального физико-математического 9 класса в Верхневилюйской школе. Эта дата считается началом физико-математического образования в Якутии. Такие классы тогда были редкостью не только в Якутии, но и в СССР. Еще не было учебных пособий для них. Педагогов-энтузиастов из Верхневилюйска выручили ранее установленные творческие связи с центральными научными учреждениями и вузами. За 1967-74 годы Верхневилюйскую школу имени Барахова окончил 201 учащийся. 184 из них получили высшее образование. Такого успеха не добивались даже столичные школы. Технический кадр болар, ученыйдары белемнир, тон арас хайсқа иделяқтыр бар болалар, келін білден тұрар сөп, ол оннық же үйрақ көхеті өскүр. Онтон тоғын ұсылдар кәлелер, бұл хитекемге же аны тұран ол бігіге туақ дені өрен әшілері төмсәммет, бұл жоғырден общество тәребет, аны тұран болағына улустар айы гимназиялар, лицейдер бар болуқтақтардан идеяны пропагандаламыд сүйя, тоқ бар улустарға, улхан улустарға туақтар әтіннік анал элитарнай дек қосып осколалар өскүлдер. Еті барыта Михаил Андреевич оңыр бұд идеяты болар. Именно верхневилюйский феномен, породивший удивительных детей без конкурентов, стал тогда катализатором открытия и в других школах Якутии физико-математических классов. Бастакы велосипед, бастакы мотоцикл, машина, тракторга, арабия, жиылага үйрәтер. Олар кене ол хагаттан бу хакалар этедел ынак кутургунара батыга дибакка бу техника билинге техникага багылыр болуктактарден үйрәтер бит. Кине механик үйрәгәр. Аны бәята кантан үйрәнмитен кенеттәк билбәтпин. Ара бәйләре көрән үйрәтен аган үйрәтәләр болуктак. Мен бәм ағабынан көддәк бұны мен оннық құлы, бірақ ене ол кенді өрәппәдән үддіне мен оннық механик иделенбеді, ұтутал болан баран. Онан те әддеттен бұл хақалар техническе үйрәқтәк болуқтақтар ден,
Ti bağıhanatın tolran, üyebilüge dalarga kelen üleyen baran onu bastıkı kuruhoktarına har. Ondan bu первая школа üyebilüge bu dingnah olak fizmat kılahı astarıqqa diyen. Onu honna kineti bastıkı statyalargar hurullah jalda kiniketin tahattar bıppıt. Onu kulubra kini eter bu hakahire bilgin haydar kıhtaq Торе такка элбек костонор бай-бар болу билген ол байдар костонуктара тигестер тутуллалар улахан энергетический объект тутуллуктара гагы туханахан хагаланыга онна бу хакогото хакытчата тебистенге бу этергел келиому кытта теңге жактак өсө таханан барыктак кине бехатны кыттыктактен онне терете те бигине мен нук колор үйрөппите ол үйрөтедигер бу эге олок үдді көрәқтақ, технический специальный бағалықтақ кітті. Механизм олық бәйтін олығы кені үлеті онна бейбейдеттен кені оңырын тағар бұд оғылыра болды. Кені нүшілі тақ оңыр бұд бұрдуқ сияты бұл үйрінәшілер. Ол үйрінәшілер бұқа бары әлбәқ аңара технический специалисттер, технический интеллигенция білген кені бағағанатын толыры хүджер оғылыр. Элбәхпит каннык барар удар сәттәккә каннык бар кайышканы промышленный тәккә онны барда барбыт. Ол идеолог ол учеттан бу кине хоюс нуруны үтүтөл булданы. Утактабылла бир иделәхтерем. Бу физика-математический класс арылыбыта бейгә төһүкүс булды. Мен санавар бу класс кологоран физика-математический осколары яққа себебет. Олус үчү идея. Тоға дедаққа бұл класс көверенбет оғылар үрді көрекқа тұттақсаллары әлбәті. Кәм кәддейді дебілінен технический специалисттер бар болуқтақтар. Бейгет чаттар бұд оны 5 бүтінді толары бағылықтақтар. Онлық скола арылынағына атын районлардан кәлер оғылары. Туспа интернат туттаран онна оларды оққа сәпәті, онна ирдибил бұғыдынан кен столовайда спортивный залалақ болағына нәді чөй болу әті? Районлардан оғыларын үртіғанына сағыры бәйбіт экзаменнан ұғылычы талағына оғылары сымайдан ұлық қанады. Білі үрдігері қакирелері кендер hem bir экзамен туттаран кирелерді. Ол биринсибинен биһиге мие экзаменнің өлі қоғылыры. Атчоғына математикаға, физикаға білі ордық жоғырда оғылыр көстен кәлектері. Оннук. Педагогический үлі. Итер үйеретер үлі күйіске бараннады болға. Сөпке дағын. Анау идәчілер. Саңа күруақтар бар бұғықтақтар. Онна хаған оғыта изеттен жоғырдақ. Хыты өйдақ. Аны биһиге педагогтар кеніне сөптақ солға тұроран, салаян, сайынларан ариян беректақ бит. Мандық қабарына қайысқалақ сколалар республика бұтығар әлбей тұрықтары де санығын. Бейге сағалаған бұтын атын сколалар әме ұлынықтара. Жа, мандық скола, школа будущего, школа радости ден болықтақ. В начале 1974 года будущий первый президент Якутии, а в то время первый секретарь Верхневилюйского райкома КПСС Михаил Ефимович Николаев предложил Алексееву вместе со своими физматовцами перевестись в школу номер 2 Верхневилюйска. Речь шла о 8-летке на окраине, на базе которой решили открыть среднюю школу. Предложение пришлось по душе не только Михаилу Андреевичу, но и его соратникам-коллегам. В свою очередь Михаил Ефимович заручился поддержкой обкома КПСС и Совмина Якутской АССР. Вскоре вышло постановление Совета министров Якутии об открытии Верхневилюйской средней школы номер 2. Директором школы был назначен Василий Сафронович Долгунов, который проработал на этой должности вплоть до 1990 года. В результате Верхневилюйская средняя школа номер 2 стала первой специализированной профильной физико-математической школой Якутии. В учебном процессе этого уникального тогда учебного заведения применялся дифференцированный подход к обучению в соответствии с возможностями учащихся.
В том же 1974 году Михаил Алексеев был в Москве. Там он встретился с профессором Семеном Исааковичем Шварцбурдом. В будущем он окажет методическую помощь Верхневилюйской школе номер 2 и обеспечит ее учебными пособиями. Также Михаил Андреевич был на приеме у министра просвещения СССР, профессора Михаила Алексеевича Прокофьева. Добрый день, Михаил Андреевич. Михаил Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Проходите, прошу вас, садитесь. Анечка, принеси чай нашему гостю. Московское время 10. Работа физмат-классов в нашем селе показала высокие результаты. По окончании этих классов наши ученики легко поступают в разные вузы страны. Пожалуйста. Спасибо. Наслышан, да честно сказать впечатлен, что в сельской глубинке, в далеком северном крае дети стремятся к знаниям. Такое дело надо поощрять. Сельские дети в общем развитии отстают от городских сверстников. По-видимому, причина этого не в детях и не в учителях, а в пропасти, которая лежит между деревней и городом. За 2 года вряд ли нам удастся помочь своим воспитанникам наверстать этот разрыв. Углубленное изучение физики и математики с 8 класса нам необходимо позарез. Но есть приказ министра просвещения РСФСР, запрещающий углубленное изучение с 8 класса. Мы просим разрешения на отбор школьников физмат-класса с 8 класса. Мы урегулируем этот вопрос. Продолжайте работать с 8-классниками, как запланировано. Нужное письмо мы вам вышлем. Если вдруг возникнут непредвиденные трудности, телеграфируйте нам. Спасибо. После этого на имя первого секретаря райкома КПСС пришло письмо от заместителя министра просвещения СССР Михаила Ивановича Кондакова о том, что в Верхневилюйской средней школе номер 2 в виде исключения разрешено углубленное изучение математики и физики школьниками 8 классов. Федор Ефремович Штыкало, другой заместитель министра, отдал распоряжение одному из НИИ АПН СССР разработать для этой школы индивидуальный план обучения и программы по этим предметам. В 1982 году выдающемуся педагогу Михаилу Алексееву было присвоено высокое и заслуженное звание «Народный учитель СССР». С Михаилом Андреевичем бок о бок ежедневно трудились его товарищи, соратники-коллеги, бывшие однокурсники, ученики, и все они сообща гранили будущее физико-математической школы. В новой физико-математической школе Михаил Андреевич Алексеев проработал всего 10 лет. Но Прометеев огонь, зажженный выдающимся педагогом, не погас в умах и сердцах его современников. Так в 1990 году был открыт Верхневилюйский лицей-интернат, которому впоследствии было присвоено имя народного учителя Советского Союза Михаила Алексеева. Он стал прообразом современных инновационных учебных образовательных заведений и организаций республики. Биһиги сүрен концепция биттен IT билигин үйрәккә киренербит, хүддәгән билигин IT информатизация хүддәгән сайттаныры, ол онны курду холобор биһиги бастыкы олуккут физмат үйрәктәһәм болан, биһи оглор бу сайтларыгар, оны учталлар бут, үйрәтәлләргә олук бар демит, хыналый бут. Бу оскола күлү супты үлелер оскола, холобор бәйтен принципа Михаил Андреевич Алексеев сағанаттан бар демит ити этебит. Эвеккеннеттен уркукудду определенный группа хуоккынан баран кие 5 часка дери эби жарыктар багыты болалар. Аңардас бу физика предметигер күнү бу хадачы хоттахынан эремурданмака нахачы бе лабораториялах бут. Келин Михаил Андреевич кабинетін ыламмыт, сәкәйдерін ыламмыт,
лабораторный музей курдук оңор буппут, ол онно олар киреннер эме эби жарыктаналар лабораторияларга көрөллөр. Аныгы технология быгытынан робототехника көстүлөр. Олата оңор бут докторын бардын компьютернеңе программа оңороннор эме онно күрәктәге кытталар, онотон бәйләр эме сайдар көрүңнәре болар. Ити бир лаборатория бут физика, 2 лаборатория бут химия предметигер болла. Был модернизация образования ден проектка, федеральный проектка кирсеммит оскола бюхентюет миллионнах улахан оборудование ылан турар. Ол оборудование там билдестере, ол химия лабораторияда болар. Бу манна цифровой лаборатория бар, цифровой микроскоптар баллар, иннегдан оғылыр үлелелергер, билилаларгар элбақ кық бар. Онуттан бу лаборатория бұптың кәннеттен оғылыр бұт химия олимпиададығар әме үшөй көрдірілер болан әрелер. Экологическая олимпиадаға, оны конференцияларға, бу болар турар республиканская фестивальга эме учталлыын оголуун кыттары белемнене хыджаллар. Тону олата том хөпкө таянан хөпкө кайысканы ылынан бу үлебитин үлелибит темит эме бебитигер сына туруна бут отон учталга өренәтчиге условия бар боллаганы кене сайттан туран камсадан келем барар условията бар. Не раз отмечалось, что Михаил Андреевич обладал ценным для учителя даром. Он был глубоким и чутким психологом. Можно привести много примеров, когда он моментально понимал внутреннее состояние ученика, был готов помочь, поддержать в трудные моменты жизни. Методы ден тух полади. Осколага бастакатан рабочий аура вешку. То я хакини күні басколага хадjar. Хеп. Кини хахамай кухан билемеден опуска кеме. Опуска оох. Кини үлелен багар оғыта оох олей. Олен опуска болада Москва баран киниге гитарин нерче она менеджер гырар. Онтон оны күні басколага хадjar, о же оны же хайгыр чаман. Бета кружок гитар, огынан бан кружок эдде битер бола. Онтон бәләре жарктан олар келенче настави кынар хайыр чаннык доктор онна терьем берер бәте жарктанын ден. Ол бәләре жарктананнар оны ситәлләр бу. Үчөй тугу. Результаты оны вернелләр. Самостоятельный лидерки вернелләр. Главное ол было. Физмат класска. Киеммен хетте буны сыллакка Сидорбахова школатын Тон сулаха бит быйыл эти биян сылбыт доллар класс бутын сүлбе алты оқы болан 13 ол 13 кыз болан бит класс бут алаячыта бейгі чутал бит Михаил Андреевич Алексеев үсіл бейгітіне өйлетен салаян такаян тахар бұта онтан мен конечно кенене олақ биттен білебін. Мен жоным учуталлар. Семенов Александр Иванович, оскола математика учутала. Ием Баланова Мария Васильевна, химия учутала. Кеннерикен эти народные учуталар, коллегалара, товарищи болалар. Михаил Андреевич Балана физикага 6 класстан осколны битәдәк бардылы. Өйләп битем, онна кене улахан ола Миша, мне одноклассником, 1 класстан осколаны битәдәк битәдәле биге өйләмеп бит. Билигене меттан кенете рылы школа тегәр тәңгөлли хиҗар физик эмне. Вот онан балланаттан мен физиканы талар бар, физик болар бар. Конечно, учуталдым орола хүддәк улахан диханыбын. Кенеға өрен яқпеттен 6 класстан мен физик болабын ден. Уже ханаммытым, онна отан бәйім орғайдық дегейбін де ол ханабын, сылбын, отан бұл үйем тұқары. Оны бағылырға үлелегіріп тағымды. В 1965 году в Верхневилюйскую среднюю школу имени Исидора Барахова пришел опытный физик Василий Сафронович Долгунов. Будучи бессменным завучем до 1974 года,
Долгунов вложил много сил для открытия здесь специализированных физико-математических классов в их материально-техническое обеспечение. Курук анализтыр это. Үлени урукуттан анализтан кайдаккынакка хавидиан кенеттан бу школа хайдетигер бастагыттан аттан кенеха төһүй болбут жоннор директоры Дмитрий Спирденев, первая школа директора. Ол кене физмат класстар хайдыларга эме эти улахан өңөлөк. Ол директор хуа боллар эти вопрос туру хуаты. Онна биргөл элебет Александр Иванович Семенов, Николай Федорович Учуталбыт, Иванов. Олар кытталтыхан, олар кытта опсай тыл хүбе булан хүбелehen үлелилдер это постоянно. Онна оскола үйрәктәһенен хайдытын иңин вопростарга. Он ранее возглавлял педколлективы Момской и Далырской средних школ, а в 63-65 годах являлся заведующим районно Вилюйского и Верхневилюйского районов. Василий Сафронович был не просто талантливым педагогом, а подлинным новатором учебного процесса. Бағла провыснаға күліләк чепчегі бағай кейді. Әпті бәйтін характерінің. Жоқ олы бұр физиканы берер етікені. Оны оғылар етелерді физиканы бәйтінен опытын оран көддірерден. Траектория ден теметігер онды. Оқтан қалыр әңін дейді күлсән бә болалар еті. Оны кейі бұғытынан хүддәқ аламағай. Әмия әлбәк оғыну. Oğlak, uşvay bağı oğulları barıta uşvay jam boldular. O töksülerini men verip bitim. Hepti onan men kenini kıtta hundaq elbaqti altıspatım. Oğlu hin ettim diti. Uşvay direktörlerge ülelämmen men onan jollaqpın diye. Василий Сафронович был человеком новой формации, умеющим найти общий язык со всеми. Он также опережал свое время, как и Михаил Алексеев. Именно поэтому они так близко сошлись и образовали потрясающе эффективный тандем. Долгунов брал на себя не только черновую исполнительскую работу, а еще выдвигал новаторские идеи. Они с Алексеевым взаимно обогащали друг друга. Будучи директором, Василий Долгунов сыграл решающую роль в материально-техническом укреплении Верхневилюйской школы номер 2. А когда открылась гимназия, он с первых лет добивался строительства каменного здания для нее. Он вложил много энергии в определении наиболее приемлемого архитектурного облика будущего храма науки и знаний. Как все одаренные люди, Василий Долгунов был натурой романтической. После успешного внедрения прорывного физико-математического образования счел необходимым гуманитаризацию и гуманизацию образования. Затем счел возможной форсированную подготовку научных кадров в регионах, даже в самом Верхневилюйском районе. И вполне стало закономерным, когда в 2001 году Василий Сафронович возглавил кафедру развития личности. Он стал автором книг, посвященных разбору и анализу методики современной школы. Туақ бар олығын барытын оттын оғой үйткетер анабыт кәйін. Онын оғырды үлелән оттын алтығын чақыл үлелән баран. Әйте оны асыллаққа. Оттан бортыдай долығыттан барерділі. Нар осколатын кабинеттен түндігінен гимназиятын көрін олырын. Сорок сотурете, он эльбак туахтареттен, монограммалары эльбак тегеттен, он наман хуриятин бахам баллагат, кенега тахаттарани гадан, эльбак ниган тахаттар бита, он битугаста күннәргәр ол үләдир кохуттан ол гимназиятын түннегеннән көрәхтән барак бар бита. Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации»
присвоено Потапову Виктору Филипповичу, учителю Республиканского лицея-интерната Республика Саха, Якутия. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые гости, я считаю себя счастливым человеком. В протяжении всей своей жизни я встречал только замечательных людей, которые прожили достойную жизнь. Это мой наставник, народный учитель СССР Алексеев Михаил Андреевич. Славную традицию своих учителей продолжает народный учитель России Виктор Филиппович Потапов. Мен маннык тен этяргына бул. Индик тулат түттен маннык тух. Отой атмосфера терилехта. Хатты biz mart кайысхада булган, атында кайысха булган. Хатты интерестен олар муйнан өйрөтөлгөн эпетнестак булган депти. Олар гепеттигин, төрөпеттерин нелерге гепеттигин. Аны туран хамы жектете дем бар тух. Очолорга вихабилу нехилеге барата кыхаллар эте. Biz martlarga. Bu mungnaxtar жерден келе жаллар. Мен даны колоброл biz mahkı yönler dakına. Bari anı bari interehdiler tuğuna. Kaya bile olup bu olimpiyada kayatılar. Anı kuruk kıyarlar. Ona no yerine alırlar. Bir de mi kotladıktan opoka kadar bulun koturuyor zaten. O yönetimi akıtlar pensiyonerler bari tuğturlar hep interehdiler ete. Kanıt bari предмет гуманитарный дивимин. Олада колоброл математика мен гуманитарный, физика мен гуманитарный. Олада если омуктуттан переветтер буллаха кийха сыганнактен акылыга тахарар буллаха. Кийха олада кийи барата канны гара ирдебилге петтир билийдилыктак. Физика да болун, математика да болун. Ondan da prezident gümrütane den ol аңарда стылere diyen edişi hedivin hepti. Onluk turuqta, debil turuqta hepti. Ondan bilin o dahaydılar. Onu o hayditire petir turuq. Üçü tabuluqta kanen. Anı o en tavarış oluqta kanen hepti. Tuğtan o Natasya kaçık bu batakhat olihimin kolorolorga tuğ öğretmen havuz horudak verevin onu miyitten kelene yitin gibin hep ötene jo doğru ancak aynı yitallar ete bilgin ulhanda ki patlar gönüm varan hem bir iki o var bolar hep onu çok olur onu kanangın ol onu yiten tarar bullanca o kini egin tuğ kurduk Ağa tavas kurduk oğustan Nadia. Ondan olağanda huvatera huvattahın bol bataptı. Kelin kanları kelin akbutettan emeğe yitiyen sebepte. Bu takaydaman gitti. Tuğakten oluqa sığıyan yeskü sebepte. Ondan da min prosedürü kütürler getiyakun bağırın. Ehiyotu kuttanım oğunu tavas kurduk. Oğustan kut kendi gitti. Все проблемы бэхарга трудных тахатен этевин. Виктор Потапов – гордость всего педагогического сообщества Якутии, всех жителей нашей республики. Сотням юным якутян Виктор Филиппович открыл дорогу к научному познанию и к конкуренции. Ученик и соратник Михаила Андреевича Алексеева, Василия Сафроновича Долгунова, Виктор Филиппович по праву является продолжателем дела жизни своих наставников. С его именем связаны победы школьников республики на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, международных олимпиадах. В копилке достижений 11 призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, более 120 призеров международных олимпиад. 9 учеников Потапова сдали единый государственный экзамен на 100 баллов.
Виктор Потапов в 2022 году стал единственным педагогом в стране, удостоенным указом президента Российской Федерации высокого звания «Народный учитель Российской Федерации». Выпускники Верхневилюйской физико-математической школы в настоящее время составляют солидный процент национальной интеллигенции Якутии. Из них более 100 человек стали докторами и кандидатами наук. Из бывших физматовцев вышли первые лица политической элиты республики, среди которых глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, а также многие государственные и политические деятели, руководители крупных предприятий, экономисты, финансисты, медики, педагоги и другие. Многие из них в какой-то мере испытали на себе влияние неповторимых и могучих личностей 3 народных учителей. Бывшие физматовцы сейчас работают в разных отраслях промышленности. Из реалий сегодняшних мегапроектов, потребовавших форсированного вливания в промышленное производство целой армии специалистов, особенно наглядно видно пророчество мудрого и великого гражданина земли якутской Михаила Андреевича Алексеева, высказанное еще в далекие 50-е 60-е годы прошлого века. Михаил Андреевич, конечно, бияха олоскула кәлбет, өріне кәлбет оғылар көттон таңара құрдық әді. Улатынларан дағаны күтчетан деппен чақчонлық. Редкі көрсербет, түкені барда түбікке әдер бұйыла әді. Ол қолы бұра урокқа кәлін үйреттіғіне, әбетер хассырдыр декелен қар күрдеждер болар. Сайынығар оту қырабылы хиджер болар. Тугыра бардын күру кергете, күру көрі көтіға расты хүндер еделек. Ол мен тоққы дұрбыны ұмттын қолы бұра бұл үйрек қырама аңардас Духатнын әрі рас бол баққашы, тас көріңінен рас бол оқтақ кемті. Өрінәтшілерге, учуталларға дағаны болу әдер учуталларға етіннік өйді біл қалларан. Бұл олық бұт тұқары өтекені дінні көріп бітігер ұттан бейбегенен қарттақ бітті. Бей үшігі учуталларға өрен бет ұлақан жоллақ жан болақ бітті. Бейгюзалар бит барасаттар кем Михандреевич идея-то, он жонумун ярбы. Он эти балы Апроновец, Александр Иванович, Аганович, Мачерскинев, Николай Федорович, Иванов, Мусталлар. Вот дахай могущая пучка, он эти идеи на лоху кельдереллер боллать. Он стержневой бой Михандреевич, вот там будем работать. Нашидик бары подготовлен найденнар, он директор бит бағлай Апроновец. Кене энергията, кене кыға эти олоқы кереге бұлақан өңі бол бұтыге қанады. У меня были хорошие учителя, и они научили, как правильно работать, как правильно относиться к людям, вот, как уважать и ценить чужой труд. Вот. Ну, в общем, я думаю, что это все то, чему должна учить хорошая школа. Вот. Ну, к сожалению, не все школы этому. Вернее, наверное, все школы учат, но не все могут научить. Вот. Наша могла. Еще со времен работы в Ротчевской школе Михаил Алексеев поставил себе задачу наряду с точными науками передавать своим ученикам всю мудрость и знания своего народа. Именно чтить культуру и традиции, сохранять самобытность и помнить обычаи. Все эти нематериальные ценности Михаил Андреевич черпал от своего духовного наставника, Титарова Андрея Титовича, известного в народе сказителя, запевалы Осуохая, целителя, профессионального ветеринара, философа, а также героя-победителя, защитника Родины. И Андрей Титович Титаров, этот уникальный, разносторонне талантливый человек, стал для него живым источником духовных, культурных познаний,
от которого он черпал неиссякаемую особую энергию, издревле копившуюся и обогащающуюся в недрах Вилюйской земли. Андрей Титович, в свою очередь, чувствовал и знал, что в этом особенном учителе физики заложена огромная жизненная сила, громадный потенциал лидера, через которого он может передавать остальным людям исконную мудрость, светлые учения и обычаи их предков. Через точные формулы и числа раскрывать в молодых, свежих умах и душах будущего поколения особые духовные, культурные коды, заложенные в каждом из них и которые будут передаваться из поколения в поколение, сохраняя самобытность, идентичность, а значит, будущее всего народа. Михаил Андреевич. Андрей Титович. Здорово. Здорово. Ая, улад жаха кайдагай. Отто кәменен. Сайылыққа да қаролайданы. Айылыққа де. Қайы, бұ. Той күн өренәтчі сен тұрар кінді. Математика жоғырдақын білевін. Сидейлерген олық ұқтыма. Кытат. Че, үшөй бағайдық. Үшөй бағайдық. Андрей Титович. Это нерушимая связь времен и поколений, которая, как священное древо Аал-Лукмас, корнями крепко стоит на земле, а молодыми побегами устремляется далеко в синее небо, навстречу новым свершениям и победам. Қаллантан сенеке түйердағыны көйен тұрбат. Ол туқ болуай. Жере тоқойда, білеген. Қар, тоқта ардақ. Бұ, жамал ажыз. Ағыз тестаяқ адармас бары ол тұғой? Бәрі, туақ крабыл. Умсақтар ұқсама. Ұқсама қолбастындар. О, молодец! Безусловно, роль Михаила Андреевича Алексеева, народного учителя Советского Союза, в развитии системы углубленного изучения естественных наук в школах республики, в целом создания научно-технической интеллигенции в республике Саха-Якутия, она огромна. Недаром многие выдающиеся советские ученые физики, математики, Сибирское отделение Академии наук Советского Союза особо отмечали его просто выдающуюся роль в развитии систем физико-математических школ в сельской местности. Ведь это далеко непростой вопрос был в советское время в сельской школе, очень далеко от развитых промышленных центров, открыть физмат-школу. Это был удивительный человек. Я его знал с самого детства, потому что у меня оба родителя — это учителя этой школы. И с самого детства я общался с Михаилом Андреевичем, очень хорошо его помню. Очень удивительно добрый человек. Все свое внимание он отдавал школе, своему коллективу, детям, школьникам. Каждое утро, вот помню, ходил зимой, особенно если снег чистил рядом со школой. Во всех разных мероприятиях принимал самое активное участие. И, конечно, самое главное, он не только давал знания, он давал умение мыслить, умение рассуждать, умение быть приспособленным к жизни. И вот что я всегда, вот меня и в нем подкупало, это то, что он всегда говорил о будущем. Он никогда не говорил о том, что когда-то было. Конечно, я об этом говорил, но больше он все-таки говорил о будущем. О будущем для нас, для наших детей, для республики. И это очень важно. И Михаил Андреевич не был один такой в этой школе. Целый, вот еще раз говорю, целая плеяда сподвижников вокруг него сформировалась, многие из которых до сих пор работают и прославляют имя и своего учителя, и имя Верхнеилюйской физмат-школы. Тот же Виктор Филиппович Потапов, народный учитель Российской Федерации, который получил это звание в 22 году, это тот человек, который нас тоже учил в Верхнеилюйской школе номер 2. Так, ученик Михаила Андреевича, один из первых, вот еще той Верхнеилюйской школы номер 1. И, безусловно, вот такие
таланты, конечно же, они появились именно благодаря педагогическому таланту Михаила Андреевича. Еще раз говорю, это был уникальный человек, его влияние на вот создание такой научно-технической интеллигенции в Якутии, элиты Якутии, оно бесспорно огромно. И, конечно же, вот мы сегодня, когда общаемся с нашим первым президентом вспоминаем Михаила Андреевича Алексеева, и Михаил Ефимович всегда очень теплыми словами вспоминает тот период, когда он руководил Верхнеюлийским районом, будучи первым секретарем райкома КПСС, и, конечно, одно из самых таких ярких для него достижений, то, что именно при нем, вот именно Верхнеюлийская средняя школа номер 2 была создана, он тогда поддержал Михаила Андреевича, и вот эта школа была создана и начала работать. И, безусловно, я считаю, что вот то, что он сделал, это будет давать свои плоды еще многие-многие десятилетия, если не столетия. Самое основное качество человека, ученика, это человечность. Самая человечность. Если у него этой человечности нету, хоть бы он будет профессором, академиком, если любви к людям, уважение к окружающим не будет, грош цена для меня. Мне лучше малограмотный рабочий, если только у него душа человеческая, готов помочь окружающим. Вот поэтому я стараюсь, чтобы они прежде всего были людьми. Людьми с душой, понимаете, так, пониманием чужого горя, так далее, так. И потом уже способность, даровитость, стремление и наука и так далее. Прежде всего, все это должно строиться для меня, например, на человеческой основе, на гуманность,